Üst bara kara külük kütüger Üngän sükten kördön sögelciyen Идея данного зимнего всех экстремального похода Аймекон-Сеймчан возникла после успешного завершения первого нашего похода, это от Аймекона до Москвы. В общей сложности поход занял 40 дней, в километраже около 800 километров. Kıhın kelbitin kırgıtından bilen, sayın kelbitin samırından bilen, ayanlatan, semeleten, sakatın siritten raksan barda. Да, основная цель нашего похода была это показать якутскую породу лошади, какая она выносливая, неприхотливая порода лошади. Якутская лошадь, она выдерживает ниже 0 до 50 градусов, до 70 даже. В Аймеконе бывает минус 60-65 градусов. Якутская порода лошади, она ходит на свободном выпасе и добывает себе еду из-под снега, то есть копытит. Вторая цель нашего похода – это увековечение имен наших великих предков, таких как Алексей Елисеевич Кулаковский, это писатель, философ, родоначальник якутской литературы. И второе имя – это Кривошапкин Николай Осипович, миллионер, меценат, снабжал не только Якутию, да, продуктами, пушниной и Магаданскую область в том числе. Почему именно Сеймчан выбрали маршрут? Потому что этими дорогами ходили наши предки, то есть вышеупомянутые, это Николай Осипович и Алексей Елисеевич Кулаковский. Лошадей у меня было двое, то есть Хонгор и Чапчикичан, им по 12 лет. А Хонгор, он ездил со мной до Москвы, то есть полностью проехал 11 тысяч километров. И вот второй поход 800 километров до Магадана. А Чапчикичан, он был новый, то есть новый член похода. Sihinete sitte, bütünete busta. Oğluğa bıraksan pisirge bidilgakten olur o varı doğa. Ayağa satın minen arkadaki ayannakın bağırda. Sonuğa satın minen soğuru diyeki suğrutuan sanata. Turağa satın minen kuskutu dikit üyen bağırda. Eleme satın mine ilinin erdiki elesteniyet bağırda. Первый наш маршрут это от Аймекона, то есть Аймеконского района, село Ючигей, до поселка Кадыкчан, до федеральной трассы. Там около 300 километров, то есть безлюдное место, вообще ни людей, ни техники, ни дороги, очень глубокий снег, до метра глубины снег был. Когда шли по снегу, лошадям было очень трудно, то есть под снегом мог оказаться разные вещи, то есть такие как бревно, камень большой, булыжник. А вдоль трассы могут тоже железки, разные колеса. Вот эти они мешали, то есть к лошадям ходить им было очень трудно. Были ветра сильные, когда ветер задувает очень сильно, поверхность снега замерзает около 30 сантиметров. Она становится как лед, и вот это лошади пробивали и шли вперед. Якутская лошадь, она такая упрямая, то есть она идет только вперед, то есть она не стоит, не разворачивается, идет только вперед. Им было очень трудно, очень тяжело. Порой бывало, когда останавливались вечером, приходилось нам счищать с них замерзший лед, то есть пот. Они потели,
и замерзали. То есть пот у них замерзал в меху, мы их расчищали. Вот, и в ходе похода мы сравнили два вида одежды, то есть это современная одежда и одежда наших предков, то есть одежда из шкуры. Шили традиционную одежду Изабелла Илекова, народная мастерица, и моя родная мама. Вот, ночевали на улице, испытывали вот спальники. Спальник традиционный, спальник современный. Они оба показали себя очень хорошо. То есть я спал с 9 вечера до 6 утра. Это, по-моему, очень хороший показатель при минус 55 градусов. Все равно у обоих были минусы. В современном конденсат. Один день спишь очень хорошо, то есть ты даже потеешь, можешь сказать. Потом на следующий день она уже конденсирует и замерзает. А традиционная, она меховая, сама как палатка большая такая. Но его минус он огромный. Весит около 7 килограммов. Не везде можно таскать с собой. Спальник современный, он маленький, компактный, очень легкий, но минус в этом. То есть она конденсирует. Вся одежда вот современная, вот это самая большая проблема в конденсате. То есть она мокнет, потом замерзает. Это очень было трудно одевать современную одежду каждый день с улицы на улицу. Это было такой по весу тоже вот, дает себе знать. Вот, замерзший лед, внутри куртки, можно сказать, да, и штанов она уже на 3-4 день уже давала знать о себе. Традиционная одежда, она очень хорошая, тоже выдерживает экстремальные холода, но единственный минус вот большой вес. И не совсем удобно для верховой езды, можно сказать, да, потому что наши предки, они зимой верхом не ездили, они ездили на санях. Для саней, для нарты, то есть вот эта одежда самое то. Ördük menge xallağına örte anyan taksıbıt, ördükten ördük uluuttan ulu sildiye tüspüt burqa xommut, surukka biçikke kilbis suntar qayatın uğardan, indigir örühü ilin öttünen kalıma örühü qanat öttünen tuaran, kalın kardırı kaçı kestiren kayıtı doğuda xamtaran, mağan qarınan bürüllü sıtar, mağadan siliger otugar, seymçen nehileger, tiyerdi sananan, Соломон мağан qalı вот, прошли вот 300 километров, потом вышли на федеральную трассу Якутск-Магадан. Думали, все, сложно все позади, по трассе уже будет намного легче. Но оказалось, что лошади мои пугались техники. Пришлось поэтому идти а вдоль федеральной трассы, тоже по глубоким снегам, по тайге, по высоким рельефам, по горам. А по федеральной трассе около 500 километров прошли где-то 28 дней, шли до Сеймчана. Onluğağa sette bulas nerin tiyerlaq silliye burqa ayanlaq suyunda sürügattaq suguyan kampı duytan batır. Magadan da tüger sayımçen siriger otugar uruydu ayqallı üyere kötü körüstüler. Цели наши вот эти были все достигнуты, все испытания прошли. Очень хорошо показали себя и лошади, и одежда. Все, что мы задумывали, это все прошло очень хорошо. В конце хотел бы сказать то, что якутская порода лошади – это уникальная порода. То есть сейчас его численность сокращается. Хотим сохранить свою породу лошадей, сохранить первобытность лошади и нашей природы. Это в наших силах сохранить природу, как она есть. Без природы наша экосистема разрушится. И делая такие походы, познавая экстремальными турами мир, вполне можем сохранить природу. Это от нас зависит. Отдыхайте, занимайтесь экстремальным туризмом, изучайте мир, любите природу, любите лошадей. То есть вся уникальность первобытности.